я бы хотел вот регламент, да, поэтому хотел очень быстро пройтись по некоторым слайдам. У нас на данный момент обучается где-то более 1000 иностранных студентов. И очень рад тому, что основное представительство это студенты из Китайской Народной Республики, это более 300. Да, ну, мне вот ректор сегодня сказал, что в этом году планируется еще увеличение, может быть увеличится даже до 500 студентов из Китайской Народной Республики. И, конечно, это вот такие очень большое доверие нашего университета со стороны наших партнеров из Китая. И они обучаются по многим направлениям. Это и медицина, инженерная, это и экономика и так далее. И то, что вы спрашиваете, да, вот то, что Северный путь и так далее, это не только корабли будут по Северному морскому пути идти, но и там очень много касается изменений климата, это касается и экономики, и инженерных сооружений и так далее. И в этом плане Китайская Народная Республика отправляет нам на обучение студентов по различным направлениям. Это показывает то, что есть очень большой интерес вот в этом направлении. Университет в программе своего развития берет два вектора развития. Да, это то, что мы находимся на северо-востоке страны, и большой упор мы делаем на развитие и арктических наших связей, да, ну и наши дружеские взаимоотношения с нашими партнерами в азиатских странах. И Китайская Народная Республика является одним из основных наших партнеров, да, с кем у нас уже несколько десятилетий хороших партнерских отношений, у нас еще и совместные программы. И в этом плане я бы хотел отметить, что в прошлом году на базе нашего университета, да, и совместно с нашими партнерами из Северного форума мы инициировали создание российско-азиатского консорциума по арктическим исследованиям. Это, если взять чуть-чуть подоплеку, да, то, что у нас вот исследования в арктической направленности достаточно большие, да, и в этом я хотел бы отметить наш большой проект с Арктическим политехническим университетом. Да, это исследование по климату, это большой трансект от самых северных территорий Якутии, заканчивая центральной части Китая. Это мы исследуем переносы различных атмосферных явлений. И это стало одним из основных проектов Российско-азиатского консорциума. Но хотел бы отметить, что уже один китайский университет уже вошел в консорциум, да, Армянский политехнический и так далее, они уже интересуются, хотят уже войти в этот консорциум. Но тут дело мы не остановимся на научных исследованиях. Тут очень большое взаимодействие еще в подготовке кадров, в освещении важных вопросов и так далее. И Аракамин становится вот очень хорошей вот такой площадкой для обсуждения многих вот таких важных вопросов. Вот на слайде показано только основные наши партнеры. У нас где-то около 30 партнеров из Китайской Народной Республики. Но после открытия границ, когда делегация нашего университета посетила наши вузы-партнеры, там мы увидели уже такие изменения, которые происходят в вузах Китая. Они уже делают какие-то новые формы взаимоотношений, обучения, да, некоторые модели обучения 2+2, да, и гибридные формы, гибкие формы обучения. Это очень близко к нам, и это практикоориентированность и так далее уже предлагает на вот какие-то новые форматы введения сетевых форм. Вот к этому мы очень даже хорошо идем. У нас при поддержке Генерального консульства вот 2019 года работает центр сотрудничества в области Китая, центр российско-китайской дружбы. И очень рад тому, что консульство оказывает постоянную вот поддержку, да, и на базе вот этого центра действует Якутское региональное отделение общества российско-китайской дружбы. Хочется сказать, что один из вот таких форматов это мы участвуем в формате Ассоциации технических университетов России и Китая. И наша активность привела к тому, что мы 21 по 23 год стали сопредседателем вот этой организации с российской стороны, и мы инициируем форумы арктической направленности. Центры русского языка мы тоже практикуем, да, создание. У нас в некоторых городах, это Харбин, Чунчуни, в других городах
у нас вот эти открытые центры русского языка и культуры. И это вот вхождение в наше взаимодействие с нашими партнерами из Китая. Очень рад тому, что ВУЗ является одним из головных и является координатором Ассоциации вузовских образовательных учреждений России и Китая, куда входит более 90 школ. Из них 62 школы из Российской Федерации и более половины это школа из Республики Саха-Якутия. Поэтому наш вуз является самым главным координатором Российской Федерации, мы этому очень рады, да, и это тоже показывает на достаточно большую направленность работы нашего университета с нашими коллегами из Китайской Народной Республики. И я заканчиваю вот последние новости, да, потому что мы очень близко к открытию вот Саха-Зеленского технологического университета совместного, который является Чеченский научно-технологический институт и наш университет. И буквально первые переговоры произошли в 2019 году, уже 2020 года началось строительство кампуса, да, и в сентябре этого года строительство полностью закончится, да, и если полностью аккредитацию мы получаем, то со следующего года мы уже будем принимать первых студентов, это впечатляет. Я думаю, наши связи только будут укрепляться, и на этом я хочу сказать большое спасибо всем гостям, всем на хорошей работе. Спасибо.